Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В последний день февраля мы отметили День редких заболеваний. В этот день тысячи людей со всех уголков мира виртуально объединяются с целью отстаивания интересов людей, живущих с редкими заболеваниями, и повышения уровня их осведомленности. Одно из грозных заболеваний – спинальная мышечная атрофия. Поговорим об этом заболевании подробно. Гостья студии Ирина Николаева, врач-генетик медико-генетического центра перинатального центра Республиканской больницы номер 1. Ирина Верьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Какие редкие заболевания встречаются в нашем регионе? В Якутии вообще наблюдается 2700 больных с разными наследственными заболеваниями. С редкими орфанными заболеваниями в нашем регистре состоит больше 300 больных, и взрослых, и детей. И из них наиболее известные это заболевания обмена, про которые очень много говорят. Это мукополисахаридозы 1, 2, 3, 4 типа и нарушение обмена меди, нарушение обмена мочевины, нарушение обмена очень длинноцепочечных жирных кислот и очень много других наследственных заболеваний редких. Республиканского бюджета ведется финансирование сейчас 14 из них. Из федерального бюджета ведется финансирование 7. В 2021 году у нас создан в России фонд «Круг добра», по которому будут финансироваться и редкие заболевания, и хронические заболевания, которые приводят к жизнеугрожающим состояниям. И из них всего 44 заболевания сейчас ведется лечение, проводится лечение. Из них где-то 20 нозологий у нас тоже больные наблюдаются в республике. СМА или спинальная мышечная атрофия. Расскажите об этом заболевании. Оно передается от родителей-носителей к ребенку. Тяжелое дегенеративное заболевание, которое приводит к дегенерации мотонейронов. Оно обусловлено тем, что имеется мутация в гене СМН1. Ген СМН1 и СМН2 – это оба таких рядом находящихся генов, которые ответственны у нас за выработку белков, которые отвечают за движение. И если у нас СМН1 ген имеет делецию в 7 и 8 экзонах, то не вырабатывается специфический белок СМН, который должен отвечать за то, чтобы у нас мотонейроны, мышцы, хорошо двигались. Если нету этого белка, то постепенно мышечная ткань перерождается в другую ткань, в основном жировую. И тогда человек, в основном это в детском возрасте выявляется, теряет способность хорошо двигаться, развиваться. Например, не может нормально держать голову, не может переворачиваться, поднять руку, поднять ногу для него очень тяжело становится. Очень важно выявлять это заболевание на ранних стадиях. С этого года в нашей республике планируется введение неонатального скрининга на спинальную мышечную атрофию. Это значит, все новорожденные, которые будут рождаться в нашей республике, они будут проходить неонатальный скрининг на данное заболевание. Мы сможем выявлять заболевание на самом ранней стадии. Раньше для того, чтобы выявить больного, нужно было обязательно пройти консультацию. Например, если не выявят в детском раннем возрасте неонатологи, тогда педиатра, невролога, затем генетика. И только после этого, после долгих ожиданий, и отправлялись анализы, и выявлялось заболевание. Тогда проходит определенное время. И это время, оно очень важно для нас. Если мы выявляем заболевание на ранней стадии, мы уже имеем возможность начать лечение. Если лечение начинается на очень ранней стадии, тогда ребенок сохраняет способность двигаться. А может ли быть такое, что такое заболевание появится уже у взрослого человека? То есть мутация гена может ли произойти уже при жизни, не потому что это передалось от предков? Нет, мутация, она с нами уже с рождения. Уже есть, да? Уже она у нас есть. Бывают такие случаи, когда
у взрослых тоже выявляется заболевание. У нас есть в республике взрослая женщина, которая имеет такое заболевание. Когда была в школьном возрасте, рассказывает, что медленно ходила, не могла бегать. В более старшем возрасте в университете училась, уже на физкультуру не могла, как обычные студенты, ходить. Посещала занятия по лечебной физкультуре. Да? Очень хороший невролог может выявить это заболевание. Оно в более позднем возрасте похоже на очень многие другие заболевания. Больные, к сожалению, вот в других регионах рассказывают, что больше наблюдается как больные с суставными заболеваниями, с остеохондрозом. Остеохондроз у нас часто ставят. И в конечном итоге человек может потерять способность ходить. Как часто СМА болеют в мире, в России и в Якутии? Есть какая-то информация? В мире считается, что каждый 50-й человек носитель этого заболевания. В России 1 на 36. Это очень высокое. Это получается 2,8% от общей популяции. Если два таких человека встретятся, у них может родиться ребенок с данным заболеванием. В России сейчас наблюдается 900 больных со спинальной мышечной атрофией. В Якутии у нас было выявлено с 2000 года по 2021, вот мы смотрели статистику, да, получается всего 17 больных. Из них, из-за того, что вот раньше не было лечения, у нас с первым типом, к сожалению, летальный исход имеется у нас у 11 больных. Сейчас в настоящее время проходит лечение 4 детей, и одна больная у нас пока еще не лечится. Как проявляется это заболевание? Вы уже некоторые симптомы назвали. Вот расскажите подробнее. Заболевание вообще делится на несколько типов, на 4 типа. Вот это разделение, оно достаточно относительное. Есть нулевой тип заболевания, при котором у беременной женщины внутриутробно уже женщина чувствует, что у ребенка мало движений. Ну, она чувствует, что вот ножкой топнул здесь, а там уже малоподвижный, да, ребенок получается. Ребенок с рождения может быть на вторые сутки нам дать острую дыхательную недостаточность. То есть там могут быть такие симптомы, как одышка. Так, ребенок будет совершенно как бы лежать в определенной позе. Это называется поза лягушки в медицинской терминологии, и у ребенка будет отсутствовать специфический, так, физиологический тонус мышц. Если вот врач-неонатолог заподозрит данное заболевание, то все дети, которых подозревается заболевание из нашей республики, обязательно переводятся в отделение, психоневрологическое отделение для детей раннего возраста, либо в патологию новорожденных. Скорее всего, если нулевой тип мы выявляем, патологию новорожденных же, да, там вызывается врач-генетик, осматривается ребенок, и обязательно берутся анализы для подтверждения заболевания. Ну, а к чему может привести это заболевание, и можно ли его вылечить вообще? Да, можно вылечить. Если вдруг родители не станут обращать внимание на то, что ребенок, у него немножко есть одышка, и он мало двигается, то возможно такое возникновение острых таких состояний, когда ребенок перестанет дышать. Это очень опасно же, да? Поэтому молодым мамам, которые вот готовятся к рождению детей и у которых есть маленькие дети, нужно обращать внимание на подвижность своего малыша. Да, если вот мы выявим заболевание, то мы обязательно начинаем лечение в самые ранние сроки. Первый тип спинальной мышечной атрофии, он как бы выявляется наиболее часто. Ребенок рождается как бы здоровеньким, мамочка с ребенком выписывается из роддома, потом в возрасте от 2 до 6 месяцев уже мама начинает замечать, что ребенок мало двигается и не появляются новые навыки. Тогда тоже ребенок обычно, если рождается в районах, то транспортируется в Якутск. Если он рождается в Якутске, то его консультируют доктора из медико-генетического центра и наши доктора, детские неврологи. Есть третий тип заболеваний, при котором ребенок начинает сидеть
начинает немножко маленькие шажочки делать. Но постепенно вот этот вот приобретенные навыки, они утрачиваются, и ребенок начинает больше сидеть, ползать, потом может потерять навык сидения даже. Очень часто и с нулевым, и с первым, и с третьим типом могут появиться жалобы на то, что имеются трудности при кормлении. Врачи на местах, детские педиатры, неврологи могут сделать забор крови на сухие капли, которые имеются в каждом роддоме неонатального скрининга, и отправить в Якутск. Лечение проводится 3 препаратами, который наиболее дорогой. Он называется Золгенсма, производится фирмой Novartis. Это лекарственный препарат, вводится только при первом типе заболевания и только в ранние сроки, когда имеются какие-то двигательные навыки. Вот у нас наблюдаются дети, у которых 2 тип заболевания, 4 детей. Мы проводим лечение препаратом Спинраза, Нурсинерсен. Его производит у нас фирма Биоген. Вот этот препарат имеет свои особенности для того, чтобы его вводить. Да? Если Золгенсма мы можем ввести внутривенно, то Спинразу мы должны вводить люмбально, через пункцию. Это тоже как бы большая особенность, которой наши больные, маленькие наши пациенты должны привыкнуть. В 2020 году мы начали лечение, и у нас вот в этом году, в 2022, мы провели уже 8-е введение нашим пациентам. Когда мы вот провели вот несколько введений нашего препарата, мы уже видим, что у больных улучшаются двигательные навыки. То есть лечение показывает свою эффективность. Да. Ирина Валерьевна, спасибо за информацию. Будем надеяться, наши телезрители смогут выявить подобные заболевания, если вдруг они, не дай бог, появятся у их детей. Я очень рада за приглашение в вашу студию и что обратили внимание на такой очень важный день для нас, 28 февраля. Также хочу поздравить наших прекрасных дам с наступающим 8 марта и пожелать нашим семьям с орфанными заболеваниями, не только со спинальной мышечной атрофией, стойкости духа, нашим маленьким пациентам мужества, чтобы они все-таки были очень на позитивном настрое и имели возможность проходить лечение и выздоравливать. Все, спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.